Якутия в мире. Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие друзья! С вами очередной выпуск передачи «Якутия в мире». Сегодня у нас в гостях прекрасная, талантливая якутянка из Южноафриканской Республики Наталья Ефремова Нкоси. Наталья, добрый день. Спасибо большое, что согласились принять участие в нашей передаче и ответить на наши вопросы. Расскажите, пожалуйста, о себе. Всем добрый день. Меня зовут Наталья Ефремова Нкоси. Я родилась и выросла в городе Якутске. После школы, после 11 класса, я поступила в СВФУ на факультет иностранных языков китайский язык. У нас в семье 4: мама, папа и мой младший брат. Мои родители по образованию инженеры. Мой брат сейчас учится в Москве, он студент, а я, собственно, живу в ЮАР. Думаю, что очень многим было бы интересно узнать вашу историю. Как вы попали из холодной Якутии в жаркую Южноафриканскую республику? В 2013 году я окончила университет в Якутске и, собственно, поехала обучаться дальше в Китай на магистратуру. Моя специальность — бизнес-администрация. Получается, в том же году, в 2013, я встретила своего будущего мужа. Он тоже получал образование в том же городе, только в другом университете. С мужем мы вместе отучились, получается, в 2017 году выпустились и переехали в ЮАР. И в 2017 году мы расписались официально, но свадьбы еще не было. Мы хотели собрать всю семью, всю мою родню, всех привезти или увезти, получается. Поэтому мы ждали подходящего момента. Наталья, а к чему вы дольше всего привыкали или привыкаете до сих пор? К чему я привыкала? Это, наверное, к климату. Потому что обычно июнь, июль, август для нас — это летние месяцы, которые мы очень долго ждем в Якутии. А в ЮАР это, получается, зима. Потому что ЮАР находится в южном полушарии. Все наоборот. Когда у них декабрь, допустим, Новый год, Рождество, у них тут самый жаркий месяц. За плюс 35 бывает градусов. В то время как в Якутии у нас это самые холодные месяцы, наверное. Это было очень странным для меня. Мне до сих пор странно привыкать. Допустим, учебный год в ЮАР начинается с января, а у нас в сентябре. Поэтому очень сложно перестроиться, конечно. Еще я привыкала долго, то, что в ЮАР левостороннее движение на дороге. Да, это в первые пару дней, даже неделю, наверное, на это очень сильно обращаешь внимание. А сейчас я если домой поеду, мне будет странно видеть правостороннее движение, Да, на самом деле очень даже сложно представить, что есть такие различия. И даже слушать это немного странно, хотя мы все, конечно же, знаем, что есть южное и северное полушарие, но тем не менее. Наталья, а чем вы занимаетесь сейчас? На данный момент я занимаюсь керамикой. Я занимаюсь керамикой со всей моей африканской семьей. Это наш семейный бизнес. Мы в основном делаем очень красивые объемные вазы с слепкой животных африканских. Туристы, кстати, очень любят такое. Конечно, я очень хотела использовать якутскую культуру в том, что я делаю, чтобы показать моим африканским родственникам, вообще моим друзьям здесь, что это такое, и себя попробовать. Я никогда раньше не видела чороны с объемными животными на них. И мне показалось, почему бы и нет, можно попробовать. Конечно, это выглядит нетрадиционно, но мне кажется, это что-то новое и интересное. Было очень здорово узнать, что в ваших работах отражается якутская культура. А что вас вдохновляет в вашей работе? Мне кажется, я просто очень творческая личность. Мне очень нравится
вот возиться со всем этим, что-то лепить, что-то создавать. Я просто могу сидеть часами, разрисовывать керамику, допустим, и я даже не замечу, как время пролетело. Наталья, можете, пожалуйста, немного рассказать о ЮАР? На самом деле у нас не так много представления об этой удивительной стране, и было бы интересно узнать это от человека, который там живет. ЮАР очень интересная страна, многонациональная страна. Допустим, все, что я слышала о ЮАР до знакомства с моим мужем, это Нельсон Мандела и Кейптаун. На этом мои знания были все. В общем, когда я сюда переехала и жила здесь, не как турист, да, сразу видишь, картинка меняется очень часто. Многие говорят, здесь криминал, там нельзя выйти на улицу. Что я могу сказать? Криминал есть везде. И за все время, что я здесь прожила уже, я не сталкивалась с криминалом. Может, мне просто повезло. Может, я живу просто в хорошем районе. Конечно, есть такие районы, куда лучше не заходить. Во всех странах, я так думаю, тоже. То, что меня поразило, это такие разные города. Допустим, Кейптаун – это такой очень современный город, который стоит на Атлантическом океане. Там очень много туристов, там красивая недвижимость, дорогие машины, как курорт, в общем. А вот Йоханнесбург, где я живу, это, можно сказать, экономическая столица страны. Я бы сравнила Йоханнесбург с Москвой, потому что тут ритм жизни очень быстрый, не такой расслабленный, как Кейптаун, допустим. Здесь люди работают, здесь люди делают деньги в основном. Конечно, да, Йоханнесбург очень большой город. ЮАР омывается двумя океанами. Это Атлантический и Индийский океан. Также в ЮАР 11 официальных языков. И гимн страны тоже поется на 11 языках. Это очень-очень интересно. И все детки, которые пошли только в школу, они учат гимн на всех 11 языках. Наталья, очень интересно. А скажите, что вы обычно рассказываете о Якутии наоборот, жителям ЮАР, своим друзьям, своим знакомым? Как это обычно бывает? Если я говорю, что я из России, кому-нибудь здесь в ЮАР, они не верят, и я им начинаю рассказывать про Якутию, то, что вообще существует наша Якутия, и они не верят, не знают, потом идут, гуглят, ютубят. И, к счастью, сейчас на YouTube очень много передач, которые наши якутяне тоже сделали про Якутию, про -50, про морозы, про еду. Поэтому я иногда просто скидываю им ссылки, и у людей просто шок. Они даже не знали, что такие места бывают. А летом этого года у нас планируется проведение форума соотечественников якутян. Какие мысли вы бы хотели донести до республики? Какую связь с Якутией вам бы хотелось, наверное, сохранить и развивать? Я с нетерпением жду форум соотечественников. Мне кажется, это будет просто бомбезно, интересно. Все приедут с других стран, расскажут свой опыт проживания, вообще поделятся своими эмоциями. Мне кажется, это очень интересно вообще узнать, как люди живут, как наши живут там за бугром. Но со своей стороны я бы хотела показать ЮАР Якутии, с другой стороны, не с той, которой СМИ нам показывают, да, а больше с духовной, с культурной стороны. Потому что мне кажется, Якутия и ЮАР у нас очень много общего на самом-то деле. В плане традиций, допустим, в плане кухни даже мы очень похожи. Я хочу сказать так, когда я переехала в ЮАР, я оказалась сама с собой, наедине, со своими мыслями. И все вокруг меня говорили только на английском или там на зулу языках. Для меня было сложно адаптироваться, во-первых, потому что традиции, культура, все это было немножко по-другому. Тогда я еще не видела то, что мы очень даже похожи. Просто для меня было все новое. И мне хотелось просто делиться, да, своим внутренним миром с окружающими, рассказывать, откуда я. Мне хотелось вот именно показать Якутию, потому что, мне кажется, о нас мало знают, во-первых.
Во-вторых, у нас потрясающие пейзажи. Вообще у нас природа такая вообще очень красивая. Мне кажется, нужно этим делиться с миром. Для меня духовная связь с моей родиной очень много значит, поэтому то, что я бы хотела сохранить, это именно духовную связь. Когда живешь так далеко, да, от своей малой родины, о чем больше всего человек ностальгирует? Больше всего я скучаю, конечно, по семье, по друзьям. И якутская кухня — это просто топ. Наталья, спасибо огромное за ваши ответы. Спасибо за участие. Желаем вам и вашей семье здоровья и благополучия. И что бы вы хотели пожелать тем, кто нас сейчас слушает? Вам спасибо большое за приглашение. Мне было очень интересно. Спасибо. Ну, конечно же, я желаю всем здоровья, всем оставаться позитивными, не сдаваться. Онна бусалга яха сайдыны, онна ситихины багарабын. Дорогие друзья, я напомню, что у нас в гостях была Наталья Ефремова-Нкоси из Йоханнесбурга, ЮАР. А для вас сегодня работали Екатерина Голикова и я, Савина Данилова. До новых встреч! Якутия – это земля, которая навсегда оставляет в жизни и памяти людей свой неизгладимый след, особые чувства. Для кого-то это повод для гордости, что этот край навсегда остался в их сердце родиной. Другим, что они смогли прикоснуться к его истории, самобытности и красоте. Желаем героям нашей передачи добрых дорог, которые приведут их к успеху, энергии, оптимизма и счастья. Cherry